Все, доброе утро. Собираемся, едем. До Екатеринбурга осталось 183 километра. По сути, можно за день проехать, да? За день проехать. У Насти рекорд 127, 180, конечно, выйдет сложновато Насте. Но ветер встречный, тяжело 180 сделать. Можно, но если мы проснемся часов в 7. Сейчас уже 10:30, поэтому выезжаем поздно. Для этого надо в 6-7 выезжать, чтобы если мы хотели сегодня успеть. А, красота какая, прям Чувашия натуральная. Лес граничит с полем, резко. Подъемы. Факт. Настя лучше меня катит. У нее велик лучше меня катится. Я не знаю почему. У меня, конечно, сумки спереди, подозрение, что они стопорят нормально. То есть аэродинамика немножко хромает. Вот, на спуске она прям катится нормально. Несмотря на то, что резина у нее толстая, там 2.0. Колеса вроде нормально у меня крутятся, я смазал, нормально все. Не знаю. Что-то здесь вообще жесть какая-то. Честно говоря, вот это вот интересная дорога. Когда не тупо едешь по прямой, по ровной. Здесь горочки, вон строительство дороги. Интересно, не замечаешь, как проезжаешь даже. Все, мы повернули на Зайково здесь, на Екатеринбург. Та трасса идет на Камышлов, здесь на Екатеринбург. Только не показано, что Екатеринбург. Техникум вон. Не, ну тут столовка должна же быть. Мы хотим супчика заехать куда-нибудь поесть. Хочется прям супчика горяченького. Вот река Ирбит. Супом не проканала. Все кафешки закрыты. Не работают. Воскресенье сегодня. Едем дальше. Вот Артемовский район пошел. Ветер вроде чуть-чуть стих, хорошо в лесу ехать. Все, сейчас проехали уже 75 километров. Покушали супчика наконец-то, чуть-чуть горяченького.
хотелось. Сейчас вот в ожидании дождика, вроде дождик там начинается. Накрапывает так по мелкому, ну непонятно. Чуть-чуть пройдет. У меня вон кроссовки уже все, кранты. Уже кушать хотят. С Таиланда все. Как бомжара теперь. Хорошо, что посидели, в дождик не попали. Последствия только видим его. Сейчас зашли, тут смотрим дачный поселок. Яблоню нашли, яблок собираем. Че, Настя, все? Собрала? Чуть-чуть. О, нормально, витаминчиков. Че, пошли? Ну вот, Артемовский налево, прямо режь, до него 30 километров. И потом уже Екатеринбург. Ну все, по старинке свернули на поле, на сенокос. Хорошо ночевать на сенокосах. Ох, наконец-то залезли. Тут комаров вообще тучи летают. Мы расслабились что-то с Надькой после Новосибирской области. Думали, все, не будет, уже август. Да не. Ага. Ну все, доброе утро. Собираемся. Погода хорошая. Сегодня уже осталось километров 100 до Екатеринбурга. Может побольше чуть-чуть. Уже добивать будем сегодня. И, оказывается, вчера я 33 тысячи пересек планку. Пересек метку, точнее. 33 тысячи. До дома доедем, наверное, 34 все-таки будет, да? Угу. Как раз, наверное, 1000 километров. Значит, у меня 2. 34 тысячи, да. У Насти получается 2. У Насти пока этого нет велокомпьютера. Деньги пока на него вкладывать не хочется, потому что их и нет. Поехали. Все, вот Режевский район. Сейчас в Реж заедем скоро. Сейчас заедем в Реж. Надо в магазин заехать с продуктами.
горочки идут, такие приятные горочки. Вот почему-то парадокс, но по горкам интереснее ездить. Стимул появляется, чем по равнине, когда все гладь. Настя отстает что-то сегодня, правда, сил у нее нет. Капец тут лыжня. Жесть. Дорога здесь просто ужасная, это вообще крындец. До Яката чуть-чуть, не стыдно ли? Я говорю, чем ближе города у нас в России, тем хуже дороги, это вообще жесть. Сейчас стою на этом перекрестке уже минут, наверное, 15, 10, наверное, вот. Настя, короче, профукала поворот, я чуть-чуть оторвался. Перед носом повернул, она не видела, у нее немножко плохое зрение. Вот. Она потом там рыскала, видимо, искала меня, спустилась вон туда, но меня не увидела и уехала. Но ничего, ей будет уроком, пускай сама доезжает, ищет. Я не знаю, я назад не поеду сейчас ее искать. Да, сейчас зрители скажут, это не по-джентльменски, еще чем скажут. Ничего, это испытание будет, пускай сама едет. Все за мной, да за мной. Пускай сама найдет. У нее связи нет еще. А она сейчас, наверное, уже далеко уехала, догонять я уже не буду. Она медленно едет просто, как черепаха что-то сегодня. И чересчур медленно. Говорит, не могу ехать. Что значит не могу? Я не гоню при том, что я нормально еду, она отстает. Не знаю, вернется она сюда, нет. Стою уже минут 20, в общем, нету ее. Значит, поехала в другую сторону, но пускай ищет сама. А я поеду дальше через центр. Настя должна в путешествии чему-то научиться. Не просто ездить за мной, как за папкой. Она должна почувствовать, что такое быть в городе без связи. Найти место. Она даже адреса не знает. Вот и Екатеринбург. Вот, Григорий меня встретил. Я Григорий Бурмаков, вот Никита Васильева встречаю. Да, на Екат. Рад, что он приехал к нам. Да, без Наськи только. Наська потерялась, там где-то едет, наверное. Найдем. Найдется, ничего не маленькое, я говорю. Wi-Fi найдет, напишет. Это велопутешествие, она что думала? Ну, потеряла меня. Это то же самое, как плавать. С поддержкой родителей и без. Одно дело на колесе сзади ехать, а другое самой. Вот пускай учится. Жестоко, но что поделать. Ну все, выбора нет, Гриша. Поедем с Гришей, раз он же доехал. С ним. Сейчас поедем Настю. Ну, посмотрим, если Настя есть, заберем ее. Ну а чуть, надеюсь, она далеко не уперла там. Ну все, садись. Давай, поехали. Ой, антенну. Да, антенну точно. Самое главное. Так. О, все нормально. Что-то у тебя... Оп. Ай.
Через 500 метров поверните налево. Яндекс на навигатор. Брестскую улицу. Нашлась, Настя, нашлась. Чё, а ты чё меня не увидел? Потерял-то так, а? Я ж не видела. А ты чё потерялась? Как ты не видела? Я ж перед носом у тебя повернул. Чё ты испугалась? Настя, ты чё? Девочка испугалась моя. Настя. Я поехала в Сбербанк искать. Зачем? Связь? Да, чтобы позвонить. А я тебе тут уже на камеру задание дал. Вот, Наська, настоящее путешествие начинается. Где Гриша? Куда он уехал? Куда Гриша уехал? А, вон там, пошли. Я тебя только по велику узнала, по рулю. Пошли. А Гриша встретил, нашел. По рулю узнала. А ты же... Думала, сейчас буду стоять и просить у кого есть 100 рублей, чтобы мне закинуть, потому что деньги у меня все на карте, а Сбербанка нет вокруг. И телефон сел. Вот Настя приключения. Я не разговариваю. Да, такие штаны классные вообще. У Наськи-то? Discovery, да? Да. Того в Тюмени Чё, подарили. давайте покушаем. Я вот кефирчик взял, печенье. Ну, спасибо большое. Вот нам. Кормит нас Гриша. С Германом сейчас пообщаемся. Герман, говорит, дома сидит. Думал, что он и уехал куда-то. не знаю. Погулять? Классно. О, спасибо. А давно? Наверное. Посмотрим, может пешком пойдем. А я бы вот Вилли побоялся оставлять, если честно. Там, в городе вообще. Вообще. Хоть где. Потому что говорят, кто оставляет. Все, ребята, едут на лифте. Сейчас я на велике поднимусь и все. Едем, едем на велосипеде. Вот. Что там, вещение осталось, да? Не. Все, классно. Ну, вот не знаю, сюда поставится, нет? Так, сейчас давай закрой это. Наверное, надо поставить, как говорится, наоборот, а никак не знаю. Сейчас посмотрим, как поставить. Вот сюда бы хотел поставить. Куда? Вот сюда вот выйдет. Так. Войду? Прямо может поставить. Да не, там же. Опа! Герман живой. Молодец. Привет. Все, камера уже тебя снимает. Ребята, надо в магазин сгонять за продуктами, я потому что тоже такой приехал. Пойдем, Да. что? Че, один дома мне сходить, или со мной пойдет? Как у вас? Ну ладно, отдыхайте, я схожу один. Короче. Смотри. Смотрю, Эти, да, это в этом где купил. В Новосибе еще купил крылья. Эти Насте поставил свои. А эти вот. Хоть велик посмотришь, да? Ты уж тогда не видел. Это, ну, рама это та же самая, да? Да, всё. Вилку поменял. Вилку, руль, все другое.
Это я видел руль побольше какой-то, он пошли, я думаю, Нет, этот не широкий, вон у Насти шире, чем мой. Но у нее такой ашанчик пока, сам понимаешь, еще только, ну, подарили. Ты ей обрежь нахрен? Да, хотели, этот, забыли, хотели где-то найти болгаркой там в любом сервисе. Ну, Я купил этот велик, сел, не понял. Руки вот так вот, рулить хреново. И у меня даже вот, я говорю, вот, не самый ништяк. да, конечно, трассы и так узкие у нас еще с таким. Да и куда-нибудь вот в лифт сейчас вот воткнись. Я-то свой колбок промерз, да и все. Да. А этот корячий. То Насте надо много чего менять, сейчас педали ей надо, сидушку тоже ну, поменять. что-то какая-то. Ну, сидуха рваная. Ну так, постепенно будем по возможности менять. Сейчас пока тоже деньги вкладывать пока не хотим. Ну, Особо-то и нет. А моя вон с Владика, это хорошая едет, нормально. Это бэшка. ну, видишь, друзья, маленько, я, наверное, тоже. Я хотел наклонить вперед. Но у меня там зубчики расположены, что если я наклоняешь, она как-то Угу. сильно. Либо вот так вот, либо прямо. И блин. И когда вот едешь, она у меня прямая. У меня там все яйца, короче, там, мягко начинают. Вот так вот, самый ништяк, конечно. Но у меня вот она так не становится из-за зубчиков там каких-то. Она же там как-то тык-тык. Ну, Так. ну понял. Она резьба там типа, да, такая идет. Да. А здесь нет, здесь нормально, обычная, стандартная. Ты где купил-то эту? В Таиланде. Да. Ну, Она пустотелая, блин. она хорошая, ты что, я свою выкинул эту, свою ригидную там ржавчину уже внутри. А что за шинки? Кембовский. Ну вот это в Барнауле взял. Те уже тут были Да, блин. капутские. Я какой-то, а почем? 601. Вот. 1200. Ёканый папай, блин. Я за 500 какие-то китайские взял. Я у меня это... Короче, шины полетели у меня быстро. Ну конечно, что. Эти нормально идут, все. Сколько уже лет? И они не предназначены для давления. То есть, ну, передняя хрен с ним там можно. Какой-то 2 очка. Угу. А там накачал, чтобы она, накатик-то был. Видать, перекачал, что ли, и грыжа получилось. Только новая, блин. Все. Да конечно. Сейчас не знаю, куда, где эту кенду. Тут у них, я смотрю, швабри все это валяется. Ты уже смотрел, ездил по магазину? Алло, ну они такие, знаешь, вот такого нет размерчика даже. А это прям самый класс вот для Ну это гибрида. 32. А там какой-то хрен победишь, типа, знаешь, как вот Ураловский, 40-й, 38-й, по-моему, 38-й. Угу. И как-то вот они пошли. Так, что, ладно, раздеваться, переодеваться. Блин, этот таскает что-то. Как он? Че, замок что ли? Замок. Ну а что, как без него-то? Давай хуйню. Да в магазины же заезжаем иногда, надо. Ну, какая классная карта. С рельефом вообще обалденская. Чувашия. Даже высоту показывает. Вообще классная, да? Я такую ни разу не видел. Карта автомобильных дорог. Смотришь, как я Это проехал. автомобильные дороги? Да. Обычно она просто схемой какой-то идет такой, беспонтовый. Типа как это, метрополитеновская. Я мушкара была. Проснулся, Груз туда. у меня глаза вот такие. А что вы их не выгнали? Я каждую вот вечером сижу и каждую... У нас их вообще-то не было сначала. Вроде бы, они такие мелкие, их вообще А что, не вы сквозь сетку, что ли, проводите? Не, ну пока залазили, выходили, залазили, залетают, а так вроде нет. Вот обсуждаем всех комаров, мошек, что были. Мы по одной трассе с Германом ехали, только он раньше нас ехал там на неделю, меньше даже. Ну, мы что-то там. И вот обсуждаем. Что-то никак не проходит они все. Мы думаем, август уже меньше должно быть. Ну, видишь, жара стоит. А я что-то уже привык к ним, что ли. Ну, сейчас устанавливаем программу для редактирования видео, для создания кино. Советуется у меня, какое надо лучше. Вот эту программу я использую. Это все тоже спрашивают. По мне она просто самая простая из всех, которых я пробовал. И Adobe Premiere пользовался, только она тяжеловесная. И для моих, в принципе, я там не супер фильмы. У меня самая простая вообще монтаж, то есть
Ничего нет, переходы делаю, да, текст добавляю, все, мне для этого хватает. Но там намного больше функций, на самом деле, нужно. Она кажется такая профанская, но там много всяких эффектов. И интерфейс простой. Вот сейчас устанавливаем. Кто-то. Не, а вот это что такое? Короче, вот это Леня, самый маленький, он 1,5 годика. Вот это Паша. Вот. Кто-то папа, Вот кто-то это мама, нет, это кто? и это баба, а это машина. А, Вот так вот, он садике нарисовал. полный набор, короче. О. Все установилось, вон так. Вон далее там QuickTime устанавливается. Вон там далее нажимаем. Там Янзы ты показывал, да? Так. Вот здесь заехал, Дунин, Янзы, потом Шиньян, Пекин. С Пекина я уже ушел вот здесь. Вот я хотел по побережью пойти, но ушел вот так вот, потому что тут крюк получал, а мне за 60 дней надо было до Вьетнама доехать. Я, короче, вот, Чжэнчжоу рядом, Пиндяншань, Хуйнань, Ухань, Чанша, потом вот так вот пошел, рядом с Нанинем проехал, и вот в Ханой, вот по этой трассе. Тут, не по этой, вот здесь я прям на побережье, там Хайфон, Ханой, и потом ушел на на Лаос, по горам, Анамским горам, Лаос, Винтянь, и потом Таиланд, Паттайя рядом с Бангкоком. Потом я ушел уже на Камбоджу, это уже всю зимой было. На Камбоджу, Хошимин, Вьетнам, это Сайгон раньше был. И все, я потом через весь Вьетнам, прям с самого юга на А самый в север. Вьетнаме где больше понравилось купаться? Вот на этом Не, побережье вот, или где вот мыс здесь? счастья же смотрел серию. Купаться там понравилось больше? Да, ну вот самое теплое, конечно, это вот Сиамский залив. Ну там душно, да? Там тепло, там пожарче, конечно, и вода очень теплая. А здесь уже более холодное течение отсюда вот приходит. И уже так попрохладнее, но кайфовая вода все равно. И вот через весь юг, потом Ханой опять, и потом вот так пошел на Куньминь, и потом через Тибет. Вот. А вот через город ты ехал, это где? Ага, вот здесь вот на Синин вышел. Синин, потом через этот пустыню, но у меня там пыт уже сломался, мне пришлось до Урумчи стопить. Потом с Урумчи я уже до границы стопил, потому что у меня времени не было, у меня виза заканчивалась. И все, вот через монгольский Алтай, вот так вот с самого юга Алтая, короче, Уги, на Алтай, Барнаул, Новосибирск, Омск, вот Екатеринбург, все, сейчас здесь и сейчас до дома, уже чуть-чуть. Дальше Пермь, а после Перми что? Пермь, Ижевск, Йошкар-Ола, Чебоксары, Трек где-то есть. В углишь. Яндекс. Яндекс. Ну и Так что можно и там. сам офигеваю, сейчас смотрю свой этот маршрут и офигеваю. А в Магадан не хочется? Магадан. Кстати, проекция Вот. карты неправильная вообще. Неправильно, сама. да? Ну, видишь, что Гренландия какая здоровая. Она к полюсам расширяет все. Неправильно она. Видишь, и Россия кажется здоровой. На самом деле не такая здоровая, она вот такая вот. Да. Непропорционально здоровая просто. Ясно. Ну это специально для России карта. Но если для меня хорошо, потому что мой маршрут кажется вообще офигенно большим, если на такой карте смотреть. Ничего, это начало только. Сейчас Европа потом. Европа. Тогда Евразия почти вся у меня. Ну, кроме там Индии, вот этой вот части. Нет. Пока вот. Ну, это фигня. Там Африка. Короче, завоевывать еще мест много тут. Интересно вот съездить, например, где этот Джек Лондон свои рассказы писал. Это Джек На Лондон, Юкон, там например, на Аляску. Южная Америка, там более дикая тоже А прикольно. здесь вот где-то вот в Патагонии, там как в Казахстане, там, вот казах путешествовал, говорит, о, как у меня дома, только в другом полушарии.